Министерством экономики разработана концепция налоговой реформы, которая предусматривает кардинальный пересмотр существующей налоговой системы в течение 3 лет с начала ее реализации. Однако необходимость изменения некоторых особо проблемных моментов существует уже сейчас. Так, одной из таких проблем является вопрос, связанный с налогообложением деятельности иностранных компаний в Абхазии без образования постоянного представительства. Поправка призвана решить вопрос применения налога на прибыль по доходам от кредитов, предоставленных абхазским предпринимателям иностранными банками. Когда наши предприниматели из числа юридических лиц именно берут кредиты за рубежом, у них возникает обязанность в качестве налогового агента удерживать 15% с дохода иностранного банка в качестве уплаты налога на прибыль на территории Республики Абхазия. И в связи с тем, что есть определенные сложности, и в частности с тем, что не подписано еще соглашение об избежании двойного налогообложения, и российские банки, в силу того, что они могут испытывать определенные проблемы с точки зрения того, чтобы принять сумму налога, уплаченного в Республике Абхазия, к зачету на территорию Российской Федерации, хотя такие механизмы налоговым кодексом РФ предусмотрены, но тем не менее это настолько сложный процесс, что многие банки отказываются этим заниматься, и тем самым у наших предпринимателей возникают ситуации, по которым они иногда или просто не могут взять кредит, или вынуждены переплачивать. По словам Батала Тарба, многие промышленные предприятия и туристические объекты, которые привлекают заемные средства из-за рубежа, столкнулись с данной проблемой. Вопрос уплаты налога на прибыль с кредита иностранных банков возник и в процессе реализации программы льготного кредитования крупного и среднего бизнеса по линии инвестиционного агентства с участием именно российских банков. Поправка, о которой идет речь, должна создать дополнительные стимулы для привлечения кредитов из-за рубежа на льготных условиях. Льготные кредиты менее 10% годовых, они вообще не облагаются налогом, а те кредиты, которые по более высокой ставке, от 10 и выше, только с разницей между фактически установленной ставкой по договору и этими 10%, что мы приравняли, что 10% почему получается, потому что это 5/6 от ставки рефинансирования Национального банка, которая сегодня является установлена в виде 12%. В данном случае, по мнению разработчиков законопроекта, возможные потери бюджета минимальны, а дополнительные кредитные средства, которые будут вкладываться в экономику республики, безусловно, произведут положительный экономический эффект. Законопроект в настоящее время проходит стадию согласования в заинтересованных органах государственной власти и готовится к внесению в Народное собрание Республики Абхазия.